Полицейские установили мужчин, добывших лесу жестоким способом в Якутии. По информации пресс-службы дирекции биоресурсов и особо охраняемых природных территорий региона, в отношении данных граждан проводится проверка и подготовка документов для последующего привлечения к ответственности. Напомню, что ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором двое мужчин, переехав в лесу на тракторе, снимают ее на телефон, пинают и душат животное ногами. Министерство экологии сообщало, что в их действиях усматриваются признаки состава административного правонарушения, а также жестокого обращения с животным. Полицейские раскрыли кражу из магазина в Верхоянском районе Якутии. Неизвестный украл болгарку. Подозреваемым оказался неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 31-летний местный житель. Похищенное он продал, а на вырученные деньги купил алкоголь. В его отношении возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 2 лет. Сотрудники уголовного розыска раскрыли квартирную кражу в Нерюнгри. Сообщается, что подозреваемый украл из квартиры имущество на общую сумму более 100 тысяч рублей. Вором оказался безработный, ранее судимый за имущественное преступление 25-летний уроженец Алекминского района. Полицейские выяснили, что потерпевший и подозреваемый познакомились в день происшествия. Заявитель пригласил нового знакомого к себе в гости, где они вместе выпили. Когда хозяин дома уснул, злоумышленник украл ноутбук, мобильный телефон, куртку, в которой находились документы, и 65 тысяч рублей, после чего скрылся. Ноутбук и телефон он продал неизвестному за 3,5 тысячи рублей. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Юноша, едва не замерзший в машине на Эмиконской дороге, переведен из реанимации. Врачи оценивают состояние магаданца, получившего сильное отморожение в Эмиконском районе, как стабильное. Юношу перевели из реанимации республиканской больницы номер 2. По сообщению главного врача больницы, состояние у пациента стабильное. Он уже неделю как переведен из отделения реанимации. Сейчас продолжается его лечение. В целом его жизни ничего не угрожает. Дальше будет уже решаться вопрос по поводу участков отморожения. Напомню, что по пути из Якутска в Магадан пропали двое юношей 2002 года рождения. Их нашли ночью 5 декабря в машине в 120 километрах от села Томтор. Один из них погиб, второго с отморожением конечностей 3-4 степени доставили в тяжелом состоянии в город Якутск. Житель Якутска перевел аферистам более 9 миллионов рублей. Мошенники прикинулись брокерами, занимающимися вкладами. В Инстаграме реклама, инвестиции в «Газпром». Решил сделать инвестицию, позвонил им, записали меня, свели с брокером. Начал работать сначала маленькие взносы, потом брокер предложил мне, значит, он внес 50 тысяч долларов, и я внес. Меня вначале маленькие взносы делал, потом вот заманили на большой. Для обмана дистанционные мошенники используют самые разнообразные схемы. Они могут позвонить и представиться сотрудниками банка или государственных ведомств. Также они находят своих жертв через соцсети и сайты объявлений. Жителям нашего города поступают звонки от представителей различных банков с номерной емкостью 495-499. Они под различными предлогами, то есть, что якобы совершаются мошеннические действия с их счетами, необходимо обезопасить и осуществить переводы на другие различные счета. Были случаи, что потерпевшим поступали звонки, в том числе с дежурной части Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России Якутская. Хотим предупредить жителей нашего города. Не стоит совершать те действия, которые от вас требуют неустановленные лица. За 11 месяцев этого года в одном только Якутске зарегистрировано 1158 дистанционных преступлений. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 33,6%. В преддверии новогодних праздников, при приобретении подарков, при заказе товаров из сайтов, инстаграм-магазинах или бесплатных объявлений, таких как Юла, Авито и так далее, проверяйте ресурсы на подлинность. Остерегайтесь различных сомнительных инвестиционных проектов, брокерских организаций. Не спешите перечислять все имеющие денежные средства незнакомцев. Злоумышленники понимают психологию человека, поэтому стараются сразу получить всю информацию. Чтобы обезопасить себя от подобных преступлений, нужно быть предельно осторожными. Не совершайте сделок с непроверенными продавцами или покупателями. Если вам позвонили якобы из банка, прервите разговор и позвоните на горячую линию банка. Если вы стали жертвой мошенников, сразу обратитесь в полицию. Полиция Израиля застрелила вооруженного мужчину, открывшего огонь в понедельник по группе офицеров на одном из пропускных пунктов в старом городе Иерусалима, недалеко от мечети Аль-Акса. Сотрудники сил правопорядка бросились в погоню за злоумышленником, в ходе которой один из полицейских упал и получил травму.
Через некоторое время преступник, чье имя не называется, был нейтрализован. В Старом городе и других частях Восточного Иерусалима, захваченного Израилем в ходе войны 1967 года, регулярно происходят вооруженные нападения палестинцев на израильтян. Мечеть Аль-Акса, расположенная в Старом городе, является одной из главных мусульманских святынь мира. Согласно договору 1994 года, она находится на попечении и под надзором Иордании.